В эфире информационный выпуск Хамшик-Шара. Здравствуйте. 12 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от партии Коммунистическая партия Российской Федерации Александром Ющенко. Глава государства поприветствовал гостя и выразил благодарность за позицию в поддержку Республики Абхазия и активную работу по укреплению двустороннего сотрудничества. Ваше отношение к Абхазии для нас очень важно. И депутаты Госдумы, и особенно фракция коммунистов, которая достаточно активно проводит работу для того, чтобы в России больше знали бы об Абхазии, части финансовой помощи. Мы неоднократно говорили взаимодействие и с руководством России, ставя, как говорится, задачи на то, чтобы именно эта помощь была бы нацелена на то, чтобы Абхазия сама становилась бы постепенно самодостаточной и могла бы развивать свою экономику. Чтобы экономически самостоятельно развивалась республика, это очень важно. Так как это было заложено идеями Владислава Арзинба, вы проработали тот огромный пласт работы, вектор развития республики, который, мне кажется, он очень правильный, его необходимо продолжить. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии Коммунистическая партия Российской Федерации Александр Ющенко известен в Абхазии благодаря одному из своих выступлений на одном из заседаний Госдумы России. Именно он задавался вопросом, почему на российском рынке не абхазские, а турецкие мандарины. Напомним его выступление. При экономическом благоприятствии, инвестиции, снятии таможенных пограничных барьеров Абхазия может за короткий срок стать местом отдыха, страной с развитым малым и средним бизнесом, высоким уровнем жизни. Для всего этого нужны значительные и взаимовыгодные инвестиции и экономическое благоприятствование. Почему у нас на прилавках не абхазские мандарины, орехи, киви, другие овощи, фрукты, а турецкие и китайские? Количество сельхозпродуктов, производимых в Абхазии, никак не отразится на российских производителях, но даст мощный импульс на развитие сельского хозяйства Абхазии. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусу Экзекова с юбилеем. В поздравлении, в частности, говорится: «Примите мои самые теплые поздравления по случаю вашего юбилея. Весь ваш жизненный путь – высокий пример беззаветного служения своему народу. Главной целью вашей жизни является забота о людях, чем вы снискали глубокое уважение и любовь народа не только в Абхазии, но и в целом на Кавказе и за его пределами. Находясь на посту председателя Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, своей культурно-просветительской и гуманитарной деятельностью и меценатством вы вносите огромный вклад в развитие связей нашей диаспоры с исторической родиной. Ваша разносторонняя общественная деятельность, направленная на объединение абхазо-абазинского народа, заслуживает высокой оценки». Рауль Хаджимба пожелал Мусе Экзекову крепкого здоровья, кавказского долголетия и успехов в благотворительной миссии. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии презентовало итоги целевой программы инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия 2016-2019 годов, в рамках которой была запущена геоинформационная система по объектам культурного наследия Абхазии. О работе геоинформационной системы и о ее целях и задачах в репортаже Алики Трапш. Перед началом презентации итогов целевой программы министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсаля выступила с докладом о проделанной работе министерства за последние 5 лет. За последние годы сотрудниками департамента была реализована следующая работа: систематизация и учет памятников, сбор исторических справок и архитектурные особенности всех памятников, оценка страховой стоимости наиболее значимых объектов, поиск и копирование материалов из архивов Российской Федерации, полевые экспедиции, в том числе экспедиция «Горная Абхазия». В 2018 году 3 историко-культурных заповедника стали государственными учреждениями в соответствии с законом о культурном наследии. Сегодня они частично финансируются государством. Проект охранных зон более 25 заповедников представлен в Кабинет министров. После того, как они будут приняты, тоже будут соответствующие решения приняты, и это будут государственные учреждения. Затем состоялась презентация
реализации целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии». Первоначально сроки реализации программы были обозначены с 2016 по 2018 годы. Однако по ряду объективных причин работа была продлена до 2019 года. Работа над целевой программой проходила в 3 этапа. Первый включал в себя инвентаризацию более 1500 объектов, представленных в государственном списке. На втором этапе вся собранная информация по объектам была отредактирована, изучены письменные источники, обмерные чертежи, исторические справки и прочее. И, наконец, итогом работы над целевой программой стало создание единой геоинформационной системы учета объектов культурного наследия Абхазии. Программа ГИС позволит каждому интернет-пользователю просматривать информацию по любому памятнику культуры. Это в первую очередь система, единая система в едином информационном поле, позволяющая производить учет объектов, собирать их и хранить эту информацию. И в дальнейшем, конечно же, анализировать. Вот к основным задачам этой системы относится в первую очередь паспортизация объектов системы, информационная поддержка Министерства культуры за счет представления на карте всей комплексной совокупной информации, позволяющей оценивать сложившуюся ситуацию с объектами, планировать проведение реставрационных, восстановительных работ. И, безусловно, одна из очень важных задач, которую ГИС-система позволяет решать, это ведение информации об объектах в целях развития туристической инфраструктуры, памятников, объектов культурного наследия. Единая геоинформационная система рассчитана на 2500 объектов. В процессе инвентаризации была собрана документация по 700 объектам. На данном этапе в ГИС вводятся данные по 150 объектам. Стоит отметить, что на каждый объект историко-культурного наследия прилагается перечень 21 необходимого документа. Почему я вам хочу продемонстрировать эти типы документов? Потому что это вот базовая основа для пополнения геоинформационной системы. Сама целевая программа, которую мы осуществляем с 2015 года, она была принята Кабинетом министров после того, как был принят государственный список объектов историко-культурного наследия. И сразу после принятия списка мы стали делать инвентаризацию 1535 объектов. На сегодняшний день он значительно пополнился, около 400 объектов новых вовне выявлены попали, которые мы уже более детально изучаем и оснащаем их всем типом. Список всех объектов историко-культурного наследия есть на сайте Министерства культуры Абхазии. Там же и представлен на абхазском, русском и английском языках геоинформационный портал, который состоит из картографической базы данных и электронного архива. И уже каждый желающий может просмотреть информацию по любому памятнику культуры Абхазии. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Паспортные отделы во всех городах и районах республики будут работать без выходных. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Абхазии. В сообщении МВД говорится, что график будет действовать до особого распоряжения. Информация о готовых к выдаче документов будет обновляться ежесуточно. Переход на 7-дневный рабочий график связан с увеличением числа людей, подающих документы на обмен абхазского внутригражданского паспорта. И во избежание очереди, говорится в сообщении. В то же время в МВД сообщили, что в настоящее время готовы к выдаче 3959 бланков документов. Просим граждан в срочном порядке явиться в паспортные отделы и забрать уже готовые паспорта, добавили в ведомстве. Благотворительный фонд Ашана продолжает свою работу. На этот раз в срочном лечении нуждается 4-летняя София Сабекия. На лечение девочки требуется собрать 250 тысяч рублей. Какой у тебя любимый мультик? Маша! Маша? А еще? Это общительная, подвижная и улыбчивая девочка София Сабекия. Софии 4 годика. С виду девочка абсолютно здорова, однако, к огромному сожалению, это лишь на первый взгляд. В 6 месяцев мама Софии заметила, что у ребенка практически не двигается правая ручка. Проблемы со здоровьем у девочки усугубились, когда она начала ходить. София начала хромать еще и на правую ножку. Ей был поставлен диагноз детский церебральный паралич, правосторонний
гемипарез. Значение этих слов 4-летняя София пока еще не знает, но ощущает всю их тяжесть на себе. Тело девочки после долгой нагрузки предательски отказывается подчиняться. А на просьбу подвигать правой рукой девочка отвечает: она не работает. Когда ей говоришь правой рукой поработать, она говорит, что эта рука не работает у нее. Даже вот, когда она сидит за столом и говорим, вот правой рукой возьми ложку, поешь, она говорит, эта рука не работает. И она все делает левой рукой, кушает, пьет, играется. Она старается правой рукой играть, но все равно не так получается, как левой. Семья Софии Сабеки обратилась в благотворительный фонд Ашана еще в прошлом году. Девочка нуждалась в срочном обследовании и курсе лечения. Тогда была собрана сумма в 350 тысяч рублей, и Софии удалось отправить на лечение в Москву. Первый этап прошел удачно. Девочке стало лучше, но курсы лечения обязательно необходимо продолжить. Необходимо собрать 250 тысяч рублей. После курса лечения родители наблюдают улучшение, и по показаниям врачей, по совету врачей, необходимо в год 2-3 раза проходить курс реабилитации. Несмотря на то, что София проходит курс реабилитации также здесь, в Республиканском реабилитационном центре города Сухум, ей необходимо выезжать за пределы, в Москву, в ту же клинику, где она уже проходила первый курс обследования и лечения. Маленькая София мечтает пойти в детский сад, как и ее сверстники, но диагноз диктует свои условия. История Софии – это однозначно история со счастливым концом, ведь полное выздоровление возможно, а это такая редкость. Самый простой способ – это прямо сейчас взять свои телефоны в руки и отправить СМС со словом «добро» на номер 5050. Есть и другие способы. О них вы можете узнать на официальном сайте Ашана. Гугут Савардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты и вице-президенты Республики Абхазия. Согласно жеребьевке Центра избиркома Абхазии, сегодня эфирное время предоставлено кандидату в вице-президенты Вианору Ашба. Он баллотируется в команде с кандидатом в президенты Леонидом Дзапшба. Начало эфира в 21:45. Далее смотрите фильм от кандидата в президенты Леонида Дзапшба. Также в рамках дополнительных эфиров, предоставленных АГТРК, сегодня состоится интервью кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициния. Эфир начнется сразу после выпуска новостей в 21 час. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии малооблачная, удушливо жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 29-34 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.